Приветствую всех участников форума. Я Сулейманов Джамбулат, руководитель комитета ТОЛОМ. Это Чеченский комитет по защите государственной основы нашего государства. Выступая на форуме свободного народа в России, прежде всего считаю себя обязанным заявить, что чеченцы никогда не являлись народом России. Чеченцы – суверенная нация, которая подверглась оккупации 22 года назад и ждет часа своей деоккупации. И так, прошу прощения. Меня слышно? Слышим, Да, это я прервался в связи с звонком, извиняюсь. Чеченцев российский историк Дмитрий Фурман назвал самым трудным народом для России. Ну, его в статье описывается, почему это произошло. Чеченцы в силу своей традиционности, в силу того, что Чечня является наиболее тяжелой для России покорившейся территорией. Мы знаем, что Большая Кавказская война шла 50 лет, и основную тяжесть боевых действий проходила именно на чеченской территории. В связи с тем, что чеченцы даже после завоевания ее территории были наиболее последовательным борцом за свою независимость, в Чечне перманентно происходили восстания и обреческое движение, как в царский период, так и в советский период. И чеченцы сохранили свой традиционный уклад, несмотря на все эти усилия, которые российская власть, как в лице царской, так и советской, прилагала для того, чтобы ассимилировать чеченцев. И все это вылилось в 1991 году в провозглашение декларации о своей независимости в 1990 году, то есть и утверждение чеченцев как независимого суверенного государства в 1991 году. В связи с этим, ну, еще что можно сказать, на всем протяжении своей трагической истории взаимоотношений с Россией, чеченцы вообще никогда не воспринимались в самой России, российским населением, российским руководством, как один из российских народов, так скажем, народов, который населяет это геополитическое пространство. Красная сюжетная линия через российскую литературу, публицистику, да и вообще публичное общественное мнение проходит сюжет чеченцев-врагов. Хотя чеченцы, в свою очередь, также на этническом уровне не воспринимали ни русских, ни других своих соседей за врагов. Но культурно и цивилизационно они не воспринимали никогда также себя частью России и российского сообщества народов, так скажем. В силу всего этого, сегодня я перейду уже к основной части своего выступления. В связи с тем, что война в Украине затянулась, и украинская армия, украинские вооруженные силы перемалывают военных ребят, военно-политических ребят российской имперскости, скорее всего, в ближайшее будущее мы столкнемся с тем, что начнется процесс развала Российской империи. Я знаю, что для коллективного Запада мгновенный распад Российской Федерации не представляется таким благоприятным сценарием. Хотя и для них сегодня выгоднее видеть Россию демилитаризованной и демократизированной. Но я лично считаю, что Россия в ее нынешних размерах, в ее нынешних границах априори невозможно, чтобы она была демилитаризирована и демократизирована. Те обширные территории, которые когда-то захватила Российская империя, дают российскому обывателю, так скажем, именно прививают ему какие-то великодержавные амбиции, и любое политическое руководство, которое пойдет на демократизацию России, не будет поддержано российским электоратом. Любое политическое руководство, тут дело даже не в Путине, не в путинском режиме, будет вынуждено подпитывать великодержавные амбиции российского электората. Я вижу, что для того, чтобы, ну это мое мнение, для того, чтобы Россия она стала действительно демократической, необходим демонтаж Российской Федерации.
и, скорее всего, распад ее на несколько русских или российских, как сказать, государств. Потому что, наверное, Дальний Восток и Сибирь, как отдельное русское государство, будет более жизнеспособным и более предрасположенным к каким-то демократическим преобразованиям, государственным образованием, нежели государство, центр которого находится в несколько тысяч километрах от той же Сибири и Дальнего Востока. Также в этом случае народы, которые когда-то были покорены, завоеваны Россией, получат возможность самоопределиться. И в этой связи еще так бы хотелось отметить насчет либерального движения в России. На мой взгляд, такого как такового не существует. Есть абсолютно отдельное небольшое количество людей, которые можно пересчитать, наверное, по единицам. Сам либерализм в России, он начиная с тех же декабристов, которые призывали сослать кавказцев и в частности чеченцев в Сибирь, что было сделано уже при Сталине советской властью. Никогда российские либералы не расходились в мнении относительно украинцев, поляков, чеченцев, других народов, которые им представлялись как враги. И сегодня ситуация ничуть не изменилась. Не побоюсь назвать даже имена. Ходорковский, за которого, скажем, чеченцы в свое время переживали, делали все возможное для его освобождения в публичном пространстве, выйдя на свободу, заявил, что готов с автоматом в руках отстаивать Кавказ, потому что это территория российская, проплаченная кровью своих предков. Вот так он видит. То есть вот таковы либералы России. Демократического либерального движения в России сегодня в основном либералы, они находятся в эмиграции за рубежом. Я не вижу, чтобы сегодня была какая-то единая политическая сила, которую можно было бы назвать либеральной оппозицией, и которая смогла бы провести какие-либо реальные преобразования внутри российского государства, чтобы они были действенны и применимы практически. Потому что, как я уже до этого сказал, само нахождение России в таких границах, менталитет, созданный веками в российском обществе, не позволит этому случиться. И да, я завершаю. Да, я уже завершаю. То есть есть в России в такие периоды, которые сегодня происходят, срабатывают какие-то защитные механизмы, когда Россия предполагает какие-то квазидемократические преобразования. Это было, скажем, в начале 20 века, когда большевики вывесили декрет о земле, декрет о власти, заигрывали с нацменьшинствами. Чеченцы, разбившие войска Деникина и, в принципе, этим косвенно, которые помогли утвердиться советской власти, впустили добровольно Красную армию к себе на территорию, и за это поплатились тем, что в итоге многочисленного восстания они были высланы в Казахстан в лютый февральский мороз. Но уже в 1991 году опять Россия, распавшийся СССР, Ельцин заявил: берите столько суверенитета, сколько проглотите. На этот раз чеченцы на эту уловку, очередную уловку российского либерализма уже не клюнули. Они твердо стояли на позиции суверенного чеченского независимого государства, с чем, к сожалению, не согласился тогда коллективный Запад. Он посчитал, что Чечня – это внутреннее дело России. И сегодня, в связи с тем, что в Украине путинский режим столкнулся с отчаянным сопротивлением, и украинцы показывают способность защитить свою страну, в связи с событиями, которые нам предстоят, наверное, увидеть уже при нашей жизни, я надеюсь, что отношение к чеченскому народу, к его борьбе в мире будет пересмотрено. И мы увидим, что чеченцы, они в силу своих цивилизационных основ, из-за которых, может быть, они всегда были для России какими-то другими, чужими, они сегодня, даже имея факт оккупации ее территории, являются куда более суверенной нацией, чем
некоторые, можно сказать, страны третьего мира, официально признанные, является великой несправедливостью мира, то, что чеченцы так и не достигли признания своей государственной независимости. Я надеюсь, что эта ошибка будет исправлена в ближайшее время. Спасибо за внимание.